ситуация у нас очень сложная. У нас идет недобор на бюджетные места. Автор сообщения, профессор Людмила Савич, говорит, что кафедру, в которой она работает, могут закрыть. Всему виной невостребованность бюджетных мест. По законам вуза, тем, которые существуют, если в ряд лет не проходит набор в достаточном объеме, не заполняются бюджетные места, то может быть поставлен набор о закрытии направления подготовки и в конечном счете когда-то там в какой-то неблагоприятной перспективе вопрос о кафедре. В этом году квота на бюджетные места вдвое больше. Было 25, стало 50. Не добрались 7 студентов. Абитуриенты подавали документы и давали согласие сразу в несколько вузов. И в Казгике до последнего не знали, кто будет учиться у них. Их просят написать отказ. То есть они уже с ними созваниваются в вузы и говорят: вы все-таки у нас будете учиться или вы у нас пишете отказ. Напишите, пожалуйста, отказ, потому что без этого отказа мы не можем вас убрать из системы. То есть это вот такая процедура, которая существует, которая есть. В вузе уверены, это сбой системы. Создатели не учли возможность поступления одного абитуриента сразу в несколько учебных заведений. Исправлять недоработки, скорее всего, будет Россоборнадзор. Сейчас же ситуация в Казгике решена. Объявление о доп. Наборе сыграло только на руку. Теперь вместо недобора конкурс, уже 3 человека на место. Современный библиотекарь – это библиотекарь, который владеет прежде всего техническими средствами. Библиотека – это электронный каталог, это обслуживание онлайн, в удаленном доступе, это предоставление различных электронных услуг. Стеллажи с книгами. В них любой библиотекарь как рыба в воде. Но в современном мире приходится дружить и с техникой. К примеру, планетарный сканер. Именно благодаря ему на свет появляются электронные книги и электронные варианты документов. С глобальной трансформацией библиотечной сети нужны квалифицированные кадры, а в них, как оказалось, чувствуется дефицит. К примеру, Национальную библиотеку каждый день посещают более 2000 человек. Штат – 80 специалистов. Это не просто голод, а голод. Посмотрите, огромная библиотека и новая система обслуживания совершенно. И я могу на сегодня сказать, что мы испытываем потребность в 20 недокомплектах. Это включая научных сотрудников, научный отдел, это ведущие библиотекари и библиотекари. Возможно, невостребованность бюджетных мест в вузе связана с тем, что в отрасли зарплаты начинаются от 12 тысяч рублей. На хорошую сумму могут рассчитывать высококвалифицированные специалисты в больших городах. Или же бытует мнение, что эта профессия не для молодых. Хотя сейчас библиотеки как раз для тех, кто стремится к современным технологиям и знаниям. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.